В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил актуальную стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года. Документ синхронизирован с федеральными и региональными планами. В Сунтарском технологическом колледже студенты, обучающиеся по специальности автослесарь, начнут изучать основы юридических знаний. Им уже вручили ученические удостоверения. В селе Чапаево Хангалского улуса молодые медики Якутии представили свои проекты, направленные на улучшение системы здравоохранения. Узнаем подробности о проектах. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил актуализированную стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года с долгосрочным ведением до 2050 года. Документ синхронизирован с федеральными и региональными планами, учитывает поручение президента России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обновленная стратегия включает цели по развитию арктической биоэкономики, обеспечению технологической независимости и продовольственной безопасности. К 2035 году планируется удвоить местное производство, увеличить долю креативных индустрий до 2,5%, повысить ВРП в 1,5 раза и вдвое снизить уровень бедности. Есть очевидные вызовы, связанные с развитием общей мировой обстановки и с развитием сырьевых рынков, например, отдельных. Поэтому все это должно быть учтено в новой стратегии, и при ее разработке вот эти новые вызовы и новые возможности также учтены. Сегодня, в День сотрудника отдела внутренних дел, чествуют настоящих героев. Старший сержант полиции, водитель патрульно-постовой службы регионального министерства внутренних дел Прокопий Кириллин – один из них. Без промедления он бросился на помощь, спасая утопающего, рискуя собственной безопасностью. Подробнее в сюжете Софии Мельниковой. Говорят, настоящие герои встречаются редко. В окрестностях Кангаласы в прошлом году наш собеседник показал пример мужества и решительности. В обычный выходной день Прокопий Кириллин вместе с братом отправился на рыбалку. Но вместо отдыха он оказался в эпицентре событий, требующих мгновенных и решительных действий. С братом поехали на рыбалку в поселке Кангаласы. И вот во время рыбалки мимо нас проходил мужчина и провалился под лед. Сразу среагировали, подбежали к нему и с помощью подручных средств, с помощью бура начал вытаскивать его. Вытащил и сопроводил до машины. Пострадавшие и его родные выразили огромную благодарность старшему сержанту. Сам же герой отказался от медицинской помощи, считая, что поступил так, как должен любой человек. Сказали спасибо. Рядом находились его жена и ребенок. Его только тогда видел. Свои контактные номера там ничего не оставили. Вроде таковые, как героем себя я не считаю. На моем месте поступил бы каждый. Я не знаю, воспитание у нас такое. С детства воспитывали, помогать всем. С ранних лет Прокопий мечтал помогать людям. Примером для него был отец, который тоже служил в органах внутренних дел. Желание защищать и готовность прийти на помощь стали частью его жизненных принципов. С детства мечтаю стать полицейским, потому что у меня отец тоже служил в полиции. И, получается, после армии хотел поступить, но не получилось. Поэтому ушел по контракту, служил по контракту 1,5 года. Вернулся и так вот потихо там работал в охране, потом еще в пожарной части тоже работал. И, получается, в 2019 году уже окончательно поступил. Геройство для Прокопия Павловича не разовый поступок, а образ жизни. Он сочетает смелость и заботу о близких, оставаясь примером для коллег и всех, кто рядом. В выходные дни, так как у меня 4 детей, сидим с детьми. Иногда выходим погулять, а в свободное время чисто рыбалкой увлекаюсь. С этого года свой канал на YouTube есть. Хочу пожелать своим коллегам с Днем полиции карьерного роста, чтобы таких мимо не проходили во время таких ситуаций. У нас работа тяжелая. С праздником.
История Прокопия Кириллина – это пример мужества, человечности и преданности профессии. Он напоминает, геройство рядом, когда есть тот, кто готов действовать и защищать жизнь других. София Мельникова, Станислав Потапов, Якутск. В рамках сотрудничества между отделом внутренних дел и Сунтарским технологическим колледжем студенты, обучающиеся по специальности автослесарь, начнут изучать основы юридических знаний. Начальник отдела внутренних дел Анатолий Филатов и руководство колледжа подписали соответствующий договор. Студентам уже вручили ученические удостоверения. Ожидается, что такая совместная работа позволит повысить профессиональные знания и ответственность будущих специалистов. Помимо колледжа, классы полиции также откроются в Сунтарской и Шиинской школах. В Сунтарском улусе знаменательный день. Сегодня день работника органов внутренних дел. Открылся класс полицейский в Сунтарском колледже. 16 юношей, 4 года будут учиться по рабочей профессии. Автослесарь, механик, 4 года. Мы с ними будем все 4 года шефствовать. Занятия будут проводить наши сотрудники по направлениям деятельности. После учебы, после службы в армии они могут поступить в органы внутренних дел, госавтоинспекции и другие службы. В селе Хатаса открылся новый цех по убою скота. Предприятие оборудовано всеми необходимыми инструментами и помещениями для первичной переработки мяса. Здесь будут проводить полный цикл переработки: забой скота, снятие шкур, очищение потрохов, фасовку мяса и субпродуктов. Производственная мощность составляет 10 голов в смену. Помимо этого, цех также предоставляет услуги забоя населению. Это выгодно для фермеров с большим количеством различного скота, которые хотят официально продать свою продукцию. Ранее для этого приходилось ездить в другие цеха, ближайшие из которых находятся в Кангаласском и Намском районах. В селе Бердигистя горного района на карантин закрыты 3 школы и 2 детских сада из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Решение принято, так как количество заболевших детей превысило 20%. Обучение продолжится дистанционно. Родителям необходимо обеспечить условия для учебы дома и следить за здоровьем детей. Срок карантина будет определен по результатам мониторинга распространения заболевания. Данная мера направлена на защиту здоровья детей и поддержание качества образования. В горном улусе селе Бердигистях на карантин полностью закрыты 3 образовательных учреждения. Это Бердигистяхская средняя школа имени Афанасия Осипова, Бердигистяхская улусная гимназия и Бердигистяхская школа имени Семена Петровича Данилова. Полностью на карантин ушли у нас тоже 2 детских сада. Это Крепыш и Солнышко. Остальные детские сады работают в штатном режиме. В эти выходные в селе Чапаево Хангаласского улуса молодые медики Якутии представили свои проекты, направленные на улучшение системы здравоохранения. Команда «Победитель» получила право пройти стажировку в ведущих медицинских учреждениях России. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Открой для себя новое здравоохранение. Под таким названием на базе Николаев-центра прошел 3-й республиканский конкурс молодых специалистов сферы здравоохранения. Мероприятие было посвящено памяти первого президента Михаила Николаева. В этом году участие приняли 16 команд, всего 44 человека, все молодые медики в возрасте до 35 лет. Каждая команда, состоящая максимум из 3 человек, должна была подготовить и презентовать экспертному жюри свои инновационные проекты в области развития здравоохранения. Многие команды, которые участвовали ранее, те проекты этих команд, они уже внедрены в жизнь. Но это мы с удовольствием отмечаем. И в этом году тоже видим, что достаточно такие темы, которые связаны и с национальным проектом, и в целом по сохранению здоровья населения, они тоже звучат уже именно на этом конкурсе. В основном участниками были представители медицинских учреждений города Якутска. Лишь одна команда представляла район – Центральную районную больницу Мегино-Кангаласского улуса. Они представили реальный проект, который уже реализуется у них в районе. Наш проект называется «Чоль Олохче Гентрук». Наша работа по Центру здоровья для взрослых, борьба с ожирением и избыточной массой тела. Наша работа в основном межведомственная, то есть мы работаем не одни. К нам на помощь приходит Управление физической культуры и спорта. В частности, мы сейчас работаем активно со спортивным комплексом «Парус», который находится в Нижнем Бестяхе. Мы консультируем людей по контролю веса и правильному питанию.
Несколько проектов были связаны с искусственным интеллектом, точнее, с его возможностями для улучшения качества медицинской помощи. Наш проект называется «Гиппократ». Это аббревиатура. Глобальный искусственный помощник поликлинических организаций, клинических решений, аналитических технологий. Суть такова, что голос обрабатывается искусственным интеллектом и заполняет документацию вместо участкового врача-терапевта, тем самым повышая качество оказываемой помощи. Каждой команде на защиту проекта отводилось строго по 7 минут. Экспертное жюри оценивало работы по 10-бальной шкале. Итого, первое место заняла команда «Стремление» из Республиканской больницы номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Эти ребята могут рассчитывать на стажировку в ведущих клиниках страны. К слову, главный приз учрежден главой Якутии Айсеном Николаевым. Также по итогам конкурса были выявлены молодые кандидаты в резерв будущих организаторов медицины. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В СФУ открылась выставка, приуроченная к столетию со дня рождения выдающегося ученого, профессора и филолога университета Николая Самсонова. Выставка реализована в рамках года Великой Отечественной войны и проекта «Подвиг СФУ. Память Победы». На экспозиции представлены архивные материалы ученого, его научные работы, стихотворения, фронтовые записи, газетные вырезки и редкие фотографии. Особое место занимают книги, переданные Николаем Самсоновым в фонд университетской библиотеки. Выставка продлится 2 дня. 13 ноября состоится театрализованное представление, посвященное памяти Николая Самсонова, внесшего значительный вклад в развитие высшего образования в Якутии. Николай Георгиевич Самсонов, он поступил в наш университет, и как же поступил, он был отправлен на Великую Отечественную войну. После этого он вернулся только в 1947 году. И тут же в этих стенах он стал великим человеком. Выставку нам сделал Жирков Дмитрий Дмитриевич, это заместитель директора филологического факультета. Он связался с Ларисой Николаевной Самсоновой, с его дочерью, посодействовала в организации этой выставки. Легкоатлетка из Якутии Наталья Леонтьева заняла 2-е место на самаркандском марафоне в Узбекистане, преодолев дистанцию 42 километра за 2 часа 38 минут 24 секунды. Этот старт стал для нее заключительным в текущем сезоне. 1-е место заняла кенийская спортсменка, опередившая якутянку на 6 минут. 3-е место досталось представительнице Узбекистана. Ранее в этом году Наталья Леонтьева также одержала победу в полумарафоне в Москве и заняла 4-е место на московском марафоне. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.